как я пришел к этому продукту и какие результаты личные и какие результаты сегодняшних моих пациентов. Я сегодня случайно увидел, когда нас встречали, Гуляндан Ахтал Жангузова, вот она, в этом году я ее оперировал, между прочим, вот она тоже может сегодня присоединиться к моим мнениям. Она совсем другой человек сегодня. Я вижу, помню, какая она приехала ко мне, в каком состоянии. Сегодня ездит по странам и как девочка уже, да, выглядит. Значит, каким образом ситуация складывается? Ну, все уже вы знаете, как продукт как пришел, и как мы, сегодня Арита сказала, как мы начали, как подходили к этому вопросу. Ну, как всегда, врачи просто так берешь и не даешь. Да, тем более мы привыкли людей лечить, оперировать, какие-то активные вещества, которые клиническим протоколом Министерства здравоохранения, это можно дать, это нельзя, все это расписано, если врачи есть, они знают, как мы живем в государственных ситуациях. Конечно, мне легче было, потому что мы создали, выйти из этой рамки частной клиники. Я в 1999 году впервые в Казахстане открыл клинику. Сейчас клинике 20 лет. Естественно, у меня есть возможность рассмотреть все позиции, которые сегодня в медицине существуют. Когда изучаем в науке, я первое, что узнал, после того, как продукт появился. Почему продукт, она такой имеет действительно силу, возможности улучшить жизнь и здоровье человека. Я рассмотрел данные Всемирной организации здравоохранения. Есть такая организация, которая контролирует все вопросы медицины и четко дает рекомендации. И я посмотрел, от чего человек становится нездоровьем. Значит, как формируется здоровье полувозрастной группы населения. И оказался на сегодняшний день, четко все мы тоже знаем, уже 4 фактора. Это образ жизни, окружающая среда, биологические факторы и медицина. Значит, окружающая среда всего занимает 25% формирующей здоровье, а в образе жизни 60%, биологические факторы 15%, а медицина всего лишь 10%, 10-15%, если это хорошая медицина. Потому что медицина работает на скорой помощи, на неотложной. Поэтому там, естественно, показатели всегда низкие. Почему образ жизни, вопрос возникает, 60% участвует в формировании здоровья полувозрастной группы населения. Вы знаете, что относится к образу жизни. Из него самое главное оказалось питание. В этом 60% питание занимает 80% формирующей здоровье человека. Вот откуда наука пошла. Да? Теперь в 2016 году, 2016 году, 2 года тому назад, Юсунори Осуми, японский ученый, получил Нобелевскую премию о клеточном аутофаг клетки. Аутофаги и клеток. Это огромная работа, которая 27 лет практиковалась. Через 27 лет японцы нашел Нобелевскую премию. Он даже не ожидал, когда он увидел, что ему присвоили Нобелевскую премию. И, естественно, после таких работ в науке, естественно, если занимает питание, формирование здоровья человека 80%, нужно правильное питание организовать людям. Как это можно сделать? Если нужно человеку одну сутку дозу из 30 килограммов фруктов, овощей, там все угодно, которые пища есть, из него нужно количество дозы, которое этот человек должен получить. Но это же нереально. Поэтому научно-исследовательские работы фондом Эрика Капраниса пришли к этому виду. И у него своего ребенка тоже болезнь, который, в общем-то, довел до различных ситуаций. Я думаю, сегодня у него ребенок здоровый, и большинство людей, которые на планете, которые сегодня 108 стран, имеют свои отзывы. Потом начал смотреть на отзывы. 108 стран в интернете, никому рот не закроешь, если плохо, должен сказать плохо, хорошо или плохо. Я сегодня не нашел ни одного плохого отзыва из всех стран. Но это я как медик, теперь что должен был знать? Ну, надо испытать на самом деле.
Поэтому у нас у каждого есть свой личный состояние, которое как было и как мы сегодня. Я стал намного выносливым. Мне 70 лет, я делаю каждый день, я неделю 3 дня у меня операционные, 2 дня я сижу на приеме. Вот я где-то принимаю около 1000 человек, очень сложный больник. Каждому пациенту у меня уходит почти 30-40 минут. Вы там знаете, наверное, скажете. Теперь операцию я 3 дня делаю. А ко мне приезжают такие пациенты, которые были везде, в очень тяжелом состоянии, но те цели, которые хотела она иметь, она не может. Да? В этих ситуациях у нас возникает. Вот я в прошлую пятницу оперировал женщину из Казахстанской области, она где не была. Ей сейчас уже 37-й год ушел, ребенка нет, и ситуация вот такая, что это огромный опухоль. Да? Все говорят, надо удалить матку. Естественно, когда человек приезжает, конечно, я просто так не беру же, вот так, с пути, с дороги, значит, так на стол. Конечно, изучаем, нужно готовить. Вот я один из тех людей, которые я до операции успел подготовить. Да? Ну, где-то около 2 недель, кроме дополнительных тех подготовительных мер, которые положено, кого человек готовит, и дополнительно я давал продукт. И, естественно, у него вот были тромбоциты, есть такой, который вязкость крови в свертывой системе участвует. У него был высокий, анемия выраженная, опухоль вот такой, да, выше пупка. Да? Невозможно там о чем-то думать, что там матку можно сохранить или нет. Но я узист. Я основоположник УЗИ-диагностики в Казахстане. Я сегодня профессор кафедры акушерской гинекологии Медицинского университета имени Асфендиярова. А сегодня завтра Национальный медицинский университет. Я там готовлю резидентов современных врачей на сегодняшний день. Это один из моих целей в жизни сегодня подготовить хороших врачей, которые что-то могут сделать. Теперь смотрите, от реологии крови, да, потому что это обычно просто это решить невозможно. У нее постоянно потеря крови идет. И вот когда она на неделю она принимала по 2 капсулы, да, и у него, значит, так, тромбоциты начали уже проводить к норме, где-то стало на 250, так, свертывами стало, значит, так, на 2-3 минуты, я взял на операцию, потому что во время операции большая кровопотеря должен быть. Естественно, вот сегодня утром я ехал на аэропорт, она сейчас находится 3-е сутки после операции, у нее голос такой, звонкий, радостный, эмоциональный, только благодарность объявляет. Это один из таких позиций, который как помогает пациентам при подготовке и после операционном периоде. Вот, говорят, там вот реальный вопрос, который она, раз уж здесь сидит, из Жамузена приехала, она мотает по всем городам тоже, ко всеми, да, значит, это помогает конкретно, вот человек сидит здесь. И она, знаю, какой она была до и сегодня, например, скажем. Таких пациентов у меня количество каждый день увеличивается. Я сам становлюсь выносливый, у меня давление начало стабилизироваться, волосы почти почернели. Мне сейчас почти в феврале будет 70 лет. Я больше всех стою на операции. Все они вокруг меня, которые, вот я всем предлагаю, надо, ребята, надо же, вам тоже надо пить. Но они туда кто-то ломается, туда как решаете, значит. Они все вот молодые люди. Они еле стоят, еле вот так, потом апает, ходит. Я еще пошел там кого-то еще принимать, там какие-то другие вопросы решают. Я думаю, это конкретные результаты, которые лично меня касаются. Глаза постоянно слезятся, потому что там здесь сидишь долго, там все яркий свет, там яркие инструменты. Сегодня глаза перестали слезиться. В общем, я вижу, значит, так теми заболеваниями, которые раньше, вирусные там какие-то вещи, все происходило. Сейчас я их всех потерял. Да? И, в общем, таким образом я сегодня лично увидел где-то около 100 людей, которые после операции, потому что мы в прошлом году начали, в феврале, так, ну, я ежегодно делаю 300 операций примерно, из 300 сейчас где-то около 100 пациентов меня принимает. Да? И каждый отмечает определенные улучшения самочувствия и совсем другое состояние. И у многих, которые с бесплодием, почти, значит, так, кто в бесплодие пришли, где-то 80% успел забеременеть. Сейчас уже несколько, уже роды прекрасные все прошли.
Те люди, которые в наше время есть такое слово эндометриоз. У женщин уже 3 заболевания, которые часто встречаются. Это миома матки, эндометриоз и воспалительные процессы. Эндометриоз, миома матки встречается каждой второй женщиной к 40 годам. Вот здесь сколько мы человек сидим, любой человек скажет, у меня или миома, или эндометриоз. Так или нет? Нет. Теперь смотрите, а как надо их лечить? Вот вопрос серьезный. Да? Есть ли у него научное обоснование самого возникновения болезни и как надо подходить к этим вопросам? И оказалось, например, есть такой пример. Ход миомы носит, ход эндометриоз, а дама хочет беременеть. Вот эндометриозом обычно беременные, у них возникает постоянно замершая беременность. В раннем сроке они выкидывают, постоянно не может иметь детей. Если даже, почему это возникает? Потому что когда эндометриоз, ткани, куда прикрепился плодное яйцо, питание нарушено. Сосуды не может питать плодное яйцо, поэтому он замирает. Вот тем людям, которые я дал во время беременности, да, те люди, которые 3-4 выкидыши, теперь они пьют LF8, сейчас мы еще добавили Axel 8, да, утреннее питание, вечернее питание, и что обычно жизнью они традиционно питаются. Я удивился, потому что есть слово так, доплерография. Вот на УЗИ есть как-то сердцебиение, слушать, там все слышно, кровоток все видно. Как меняется глазами, да, вот до которой она пришла. И потом она, когда принимала, еще беременность протекает, еще беременность сохраняется, потому что питание доходит до плодного яйца. Вот это самое, вот клеточное питание этими отличается. И многие женщины, которые ко мне обратились с эндометриозной беременность, где-то около 90% они довели до конца беременность, имеют здоровых детей. По миомой матки. Мы, уважаемые гости сегодняшнего дня, мы не должны делать панацею. Что я слышу иногда, рак лечит, там, то, все другое, можно давать, нельзя давать. Давать надо, но он не лечит. Раковые заболевания не лечат. Мы сегодня должны, вот, например, скажем, население Казахстана умирает от 2 заболеваний. Это сердце и онкология на 2-м месте. Онкология увеличивается. Любой диспансер областной, городской, республиканский заходите, очередь, места нет от онкологических больных. Понятно, да? Теперь вопрос в чем? Профилактика этих заболеваний. Вот сегодня слышали, от 700 заболеваний профилактируют, слово профилактируют. Если мы будем свой образ жизни менять, если питание занимает формирование болезни первое место, надо правильно питать. А правильное питание сегодня решен только эти капсулы. Другой нету. Это впервые в 21 веке, поэтому слово эликсир жизни, она соответствует. Она эликсир, но не панацея. Поэтому, если мы будем образ жизни менять, каждый день семья питается именно этим продуктом, не беспрерывно, правильно, мы, естественно, можем предупредить многие заболевания, которые могли бы быть без этого питания. Понятно, да? Поэтому это сегодня реально, как медик, по моим наблюдениям, по моим материалам, сегодня конкретный. Многие люди, которые хотели беременеть, у кого эндокринной системы были проблемы, отсутствие овуляции, нарушение овуляторной фазы, естественно, этот продукт дал возможность правильно эндокринной системе расставить свои акценты. И возникновение овуляции, естественно, овуляция и правильное здоровье мужа, они забеременели. Сегодня из 5 женщин, которые по бесплодию, 3 в течение полугодия, года беременеют. Вот такие у меня есть сегодня материалы, которые можно довести до вас конкретно на тех материалах, которые я сам работаю лично. Спасибо за внимание. Теперь по вопросам. Естественно, тут постоянно идет определенная ситуация. Я хотел бы своим землякам всем сказать, да, у нас есть много вопросов, ходим, обсуждаем, ищем, делаем те вещи, которые вообще нельзя делать, да? Тем более, когда вот такое, когда новое, передовое, научно обоснованное вещество, когда появилось,
Просто нам надо хватать. Я просто как врач говорю. Если я не был врачом, если вот так сказал бы, мы могли бы вот так. Ну да, вот, это бизнес, там туда говорят, там и так далее. Это реальная наука. Тем более, когда японец получил Нобелевский премию о клеточном питании, так что о клетках завершился весь процесс. Потом есть такой вопрос. Например, скажем, голодание приветствуется по японскому учению. Да, вот, человек Нобелевской премию получил, он видел тех людей, которые занимаются голоданием, у них идут лучшие процессы. Теперь смотрите, мы в исламе держим ураза. Так, я вот последнее хотел сказать, очень такое место, которое сегодня очень важно, как мы делаем это. Целый день голодаем, и воду нельзя пить, и это нельзя, ничего нельзя, все запрещается, даже плеваться нельзя. Так? А потом вечером как сядем, и начинаем наедаться. Ночью опять встаем, опять, да? Что-нибудь так. Ну, потом друг друга приглашаем в гости, и там вот целыми казанами мясо там, и так далее. За ночь заедаешься. Это просто мы делаем все наоборот. Да. Теперь смотрите, если, потому что к уразе мы все должны прийти. Это в любой религии есть определенные позиции, которые по диете, да? Это не случайно задумано. Теперь идет вот целый день. Что нельзя пить воду, это неправильно. Понятно, да? Воду надо пить. Мы все трудимся, работаем. Мы теряем очень много воды. Если не будет циркулироваться вода, циркуляция крови самой тоже снижается. Мозг в первую очередь. Есть слово программирование гибель, апоптоз клеток. Должен вот в сутки в норме должен умирать столько-то клеток. А если неправильно мы ведем образ жизни, это количество на несколько раз увеличивается. Откуда начинаются всякие вопросы, которые возникают по нервной системе, по мозговым заболеваниям, которые сегодня мы имеем на лицо. Теперь смотрите, когда вечером, когда нужно, уже наступает время, когда вечером кушаем, там 8:30, например, скажем. Если вот в прошлом году я сам лично вот это сделал, вечером я 2 капсулы, так, открыл свой рот, так, 2 стаканами воды, так, потом что-то немного поел, так, я уснул хорошо, потому что 3 часа надо обратно встать, 3 часа встал, еще раз 1 капсулу съел, там что-то чуть-чуть перекусил, я там целый день немножко попивал водичку, потому что я на работе стою, на операции стою там и так далее. Так, без воды никак нельзя. Но я себя так почувствовал, такую легкость после такого ураза. Значит, место даже вот наших религиозных вот таких событиях, или 8, и Аксис 8, настолько найдет свое место, она будет просто синергически воздействие оказывать. Желаю вам всем удачи. Благодарю вас. Отличная информация. Столько полезных рекомендаций за такое